Статьи журналистов Financial Times и New York Times о ситуации с коронавирусом в России некорректны и содержат однобокую подачу. Об этом сегодня заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, авторы статей не разобрались в теме. Если бы авторы были заинтересованы в поиске истины, точности, беспристрастности, то все свои так называемые находки они бы перепроверили и запросили бы соответствующую информацию, без которой материал бы не вышел. Такой подход соответствует заявленным традициям западной печати. Мария Захарова сказала, что МИД не будет ограничивать работу журналистов. Однако добавила, что будущее изданий в России будет зависеть от того, опубликуют ли они опровержения или нет. Автор статьи в New York Times, о которой говорит Захарова, журналист Иван Нечепуренко. Давать нам комментарий он отказался, сославшись на официальное заявление своей редакции российскому агентству «Интерфакс». Мы уверены в точности нашего материала. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются. В материалах Financial Times и New York Times говорится о том, что число умерших от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге на 70% выше официальной статистики. Журналисты ссылаются на информацию портала открытых данных столичного правительства. Вот этот сайт. В графе «Государственная регистрация смерти» указано, что в апреле этого года в общем в Москве скончались 11 846 человек. Это почти на 2000 человек больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. Но если по официальным данным от коронавируса в прошлом месяце умерли только 642 человека, то неизвестно от чего скончались еще почти 1400 москвичей. Авторы статей на Financial Times и New York Times считают, что данные о погибших от COVID-19 в Москве могут быть занижены. Власти ответили, что не манипулировали статистикой. Ранее о том, что данные о смертности из-за коронавируса не занижают, в интервью «Настоящему времени» сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. А накануне власти Москвы заявили, что больше половины умерших пациентов с COVID-19 не учитывают в статистике. Свыше 60% смертей случилось от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы, злокачественные заболевания 4-й стадии, лейкозы, системное заболевание с развитием органной недостаточности. Таким образом, Департамент здравоохранения признал, что не следует рекомендациям ВОЗ. Организация призывала страны указывать причиной смерти коронавирусную инфекцию у всех пациентов, у которых выявили COVID-19. Сайхан Цинцаев, «Настоящее время».